что, доброе утро. Сегодня 26 мая. Надеюсь, попаду в Атабаево. Погодку обещает хорошую. Ветер где-то до 7 метров в секунду. Ну и как всегда встречные. Движение на юг по Оренбургскому тракту. Погода ясная, кругом птички поют. Машин не очень много с утра. Очень хорошая обочина, она длинная и хорошее покрытие. Скорость разгоняется средняя до 19-20 км в час. Очень приятно ехать. Это один из самых любимых моих участков в Казани, не считая некоторых участков по М7. Уже традиционный стоп около знака Булгар. Первые километры, конечно, с трудом даются, давно не ездил. Вроде бы круто все идет. Поворот на Усады. Виден Южный парк, это новый микрорайон. И нелицеприятное. Кругом мусор на всех остановках рядом с этим новым микрорайоном. Вот они, Усады. Интересный плакатик. Здесь живут счастливые люди. Да, и рядом гора мусора. Кругом мусор, просто кругом. Печально. Время 7:45, проехал 16 уже километров за час с небольшим. Вот первая достопримечательность, церковь в Столбищах. Она реставрированная, стены белые, достаточно высокая, колокольня, комплекс такой интересный. Ну, ничем не выдается, может быть, внутри покрасивее. Ну и тут магнит рядом с церковью. Духовные и материальные потребности можно удовлетворить в одном месте практически. Выехал из Столбищ, работа осталась позади. Вот она, эта трасса, по которой я дальше поеду. Еще километров 10, потом на Никольская. Ну и потом от Никольского по полям до Китеева. Хорошо. Ветерок такой. Ну, чувствуется, что ветер будет, да, прям мне в лицо сейчас, как всегда, южный. Вот тоже здесь набито стекол, накидано мусора. Ну и что-то как-то я на наших остановках мусорных баков-то и не вижу.
Может быть, из-за этого делали бы мусорные баки, хотя бы там раз в месяц вывозили мусор отсюда, может быть, и не было такого. А то здесь, блин, реально ужас какой-то дикий. Яркий пример, когда тесно на одной дороге с большим транспортом. Дорога в Русское Никольское. Живописно вокруг. Зернохранилище или что-то в этом роде. А вот и трактор. И вправду похож на Ким Чен Ына. Вот приглядеться, если караван устраивают в честь Ким Чен Ына. Не знаю, надо проверить. Все, наконец я в Русском Никольском. Тут как после ледового побоища. Кругом грязь, остатки после вчерашнего каравана. Вот. Вон прям валяется все кругом. Посмотрите, если тонны мусора еще не убрали. Ужас, конечно. Русский народный праздник караван. Рыба. Вот так вот. 3 недели назад было немножко по-другому, конечно. Но ветер тоже был южный. О, вот это вот остатки праздников. К началу приключений свернул на проселочную дорогу непонятно какую. Еду в Тетерево. О, старый домик, вообще красивый. Вот коза пасется на лугу. Красота такая. А я выехал на полевую дорогу до Тетерева. Теперь только так. Ну что ж, еду в поле я. Красота какая вообще. Отдыхаю прям, еду. Поля кругом. Ничего лишнего. Птички поют. Вон там вот Никольская шпиль церкви. Вот здесь овражек какой-то. Березы. Поле. Вообще любота. Леса. Причем и хвойные, и такие широколиственные. Вот как сзади там красиво. Сзади там простор такой, поднялся я. Иду я в лес, сейчас посмотрим, что там.
Здесь такой тоже живописный лес, сосновый, местами смешанный. Птички поют тоже. Вот. Здесь вон прям лес дикий, он зарос. И пахнет, кстати, очень хорошо. Вот такая красотень. Действительно, тут зайти в этот лес и не выйдешь, блин. Он небольшой, наверное, конечно. Вот в ту сторону, может быть, метров 500 и все. Ну все же. Такой диковатый лес уже. Настоящий лес. Деревья вон заваливаются. Ну и пахнет здесь, да, как в настоящем бару. Где-то под Березовкой, поселок такой вдоль Волги. Немного я промазал, поехал прямо к Волге, чувствовал, что где-то поворот. Ну сейчас вот здесь поверну и как раз вот там прямо через километра 3-4 Тетерева. Здесь вон мусор, как всегда, заваленных деревьев много. Наконец добрался до Тетерева, проехал почти 50 километров, ноги забились. Вот нашел здесь местную достопримечательность, раньше не видел. Ну типа мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Вот такой вот мемориал. Ну да, видно, что к 9 мая цветы ставили. 313 фамилий. Ну, неплохо, сейчас, мне кажется, полегче пойдет. И самые красивые места начнутся. Но ветер, конечно, значительно мешает. И плюс дорога плохая. Очень-очень как-то не по себе. После 50 километров я себя так плохо еще не чувствовал. Ну, маршрут, конечно, да, тяжеловатый. Проехал я Тетерево. И сам поселок, и дачный комплекс вот этот. Сейчас уже непосредственно поеду к Волге. Спустился в впадину. Вот такая тут красота. Резкий спуск. Ветер послабее. Очередная остановка. Вообще пейзажи тут завораживающие. Озеро. Ну, к нему можно подойти, конечно, тут трава высокая. Вот, небольшое озеро. Тоже сосновый бор. Вот.
Сейчас уже дорога к Волге. Минут через 20 уже буду на Волге. Какой вид. Вот это вот Волга. Еще чуть вот там за поворотом она впадает в Каму. Ну, как большинство ученых говорят. Вот такой здесь простор. Предстоял непростой подъем. Движение шло по проселочным дорогам, потом по песочным дорогам. И как видно на видео, даже машины не справлялись с моей скоростью. Дорога очень живописная, в то же время ухабистая, и по ней очень сложно ехать было. Особенно по песочной. По песку была скорость примерно 7 км в час, иногда велик отказывался ехать. Село Татарские Саралы также находится в Лейшевском районе. Образовалось в 1553 году. После взятия Казани татарам разрешили селиться в 50 километрах от Казани. Вот так и было основано это село. Люди селились вокруг озера и кругом были густые леса. Сейчас, конечно, вокруг поля. А вот это вот живописное озерко небольшое, вокруг которого стоят основные сооружения, дома. Также село еще запомнилось мечетью, которая компактно находится на окраине села. В целом это ничем не выдающаяся, конечно, мечеть, привлекла именно своим месторасположением. Проехал Татарские Сараны. Сейчас будет участок Волжско-Камского заповедника. И потом Таш-Кермень. После него Атабаево. И в обратную сторону по этой дороге. Вот он, участок Саралинский, по-моему, Волжско-Камского заповедника. Как поют птицы, а тут слышно.
Добрался до Ташкермени. Вот здесь такая запруда интересная. С той стороны водоем, с этой стороны водоем. Мёша. Как-то интересно смотрится. Походу дождь будет, блин, не знаю. Часа 3-4 под дождем ехать, это, конечно, в мои планы не входило. Ну ладно, сейчас доеду до Атабаева, минут 10 посижу, чайку попью и буду стартовать домой. Вот Табаева. Гусика гакает. Там вот их выращивают. Там их выращивают. Место слияния Волги и Кара. Атабаева. Возле памятнику воинам погибшим. Пью чай и колу. Да, тут пушка даже это не закрытая. Стрелять будет. И колеса тоже нормально живые. Вот такой вот постамент. Наверное, из всех сел, где я был в Вышевском районе, здесь самый дорогой постамент. Он и новый относительно. Вот Табаева. Детская площадка прям здесь же. Здесь катаются. Вон там вот слияние рек. Не поеду я сегодня. Ноги никак что-то. Проехал, конечно, уже 95, почти что 100 километров. Накатался, блин, по пескам, по подъемы, ветер в лицо. Сейчас вот ветра нет практически. Ну и южный чуть тянет. Назад легче должно быть. Вечерняя молитва в Атабаева. Самый центр Атабаева, гуляют коровы. А вон коровы. И детки гуляют. Все гуляют. Стартую домой. 60 километров ехать. Не знаю, за сколько доберусь.
Ну, рассчитываю часа за 4 точно доехать. Растянул я сегодня, конечно. Катание свое, думал пораньше вернусь, ну, как всегда, мечеть. А вон там вот старый дом. Таких несколько, по-моему, здесь. Коровки. Местные жители. Коза пасется. Ничего, так мне нравится этот поселок. Второй раз проезжаю. Сегодня тоже чуть, в общем-то, я не решил домой ехать, уже не доехав сюда. Но все же поехал. А вот и конь Атабаева раз. Так, Атабаева, значит, кони должны быть. И гуси. Ну чё, отъехал я уже от Атабаева километра 4-5. Повезло, сейчас спуск был, ну сначала подъем, потом спуск, ветер немножко в спину. Прям вообще любота, еду со скоростью 20-22 и никто меня не беспокоит пока. Надеюсь, сейчас к вечеру меньше машин будет, чем ну вот обычно. Вот, добираюсь домой, лечу. Сейчас будет участок снова Волжско-Камского заповедника. Тут в полях кузнечики или что-то поет, в общем. Итак, 100 километров. У-у-у! Первый раз в этом году. Вот такая вот красота. Скорость держится в пределах 20-22. Ну что ж, проехал я Волжско-Камский заповедник. Обратно быстро, потому что спуск шел где-то минут за 10, 4 километра проехал. Скорость доходила до 36 километров в час. Вот, интересное такое место. Аж настроение, конечно, появилось, то что скорость идет сейчас. Тишина, покой, машин почти нет. Так, Волжско-Камский заповедник основан в 60-м году. Это один, по-моему, из 5 его объектов. Там еще под Казанью есть Раивский участок. Здесь вот только часть. Рыбалка только для местных жителей. Любая рыбалка запрещена. Вот так вот это выглядит. Место вообще офигенное. Это был неприятный сюрприз, конечно. Собака цеплялась в ноги. Просто-напросто дезориентировала меня. Наконец проехал ужасный Сингели. Этот поселок надо называть на слово собака, блин. 3 собаки, одна на въезде, другая по центру, третья на выезде. Блин, и все агрессивные. Есть собаки, которые вообще не гавкают даже, сидят с хозяевом. Там и хозяева, не хозяева.
под ноги, блин, под колеса. Она не покусает, но, блин, сбьет с ног, это точно. Я уже был готов одну собаку отпинать, реально. У меня нет такой агрессии к этим собакам. Ну, вот реально такая собачка маленькая лезет, ё-моё. Вот такая циферка у меня на спидометре. 111 километров, 110 метров. 5 однёвых. Едется хорошо, конечно. Там участок построили дороги в этих Сенгелях. Вообще дорога замечательная. Машин, ну, есть машины, не так много, все объезжают. Скоростунов таких нету, которые бы сбивали тебя там или неслись. Так что все окей. Вот такая вот вещь. Я в том году снимал. Тут реально какой-то инопарк прям. Вот. Бетон. Такой европейский вид. Рождество. Поля. Кладбище новое, то есть новый поселок. Интересно, интересно. Не знаю, еще, наверное, час и буду приближаться к столбищам. До Нормонки доеду, там следующий пункт уже будет Никольская. А после Никольского уже и столбище. А там уже город, фонари будут, в принципе, нормально доеду. Идет дорога, вот и до Нормонки доехал. Средняя скорость где-то этого участка 21-22 км в час. Вообще дорога тут хорошая. Сейчас будет небольшой подъем. Вот, машин очень много стало. Пишет, что до столбищ всего лишь 19 километров. Ну и от столбищ примерно где-то 8-9 что ли километров. Как раз где-то 150-155 на моем спидометре будет. На Страве 150. Ну что ж, проехал поворот на Никольское. Осталось 20 километров до дома примерно. Вон уже самолеты садятся. Аэропорт вот здесь вот недалеко. Ну и следующая остановка, я так подозреваю, где-то не доезжает до столбищ. Еще одна остановка там есть, на которой я утром останавливаюсь сам. Блин, здесь, конечно, одни подъемы шли. Скорость где-то средняя 18-17 была. Плюс машины обнаглели просто. Машины обнаглели просто. Носятся и носятся. По традиции в конце поездки пошел дождь. Я уж не знаю, блин, рок какой-то что ли. Вот там вот уже там за пару километров столбище, усады и поворот на Оренбургский тракт. И 3-4 километра и получается я уже дома. Не знаю, вот тут аэропорт, вон его уже видно. Ну вроде это закончился, но все равно, как я уже не знаю, традиция какая-то. Вот мой велик светится. Ну что ж, я в усадах. Вот тут какая красота сегодня. Ну и каждый день. Вон мой велик. Чуть не долбанулся, вокруг фонтана ехал. Под конец, блин, скользко тут. Вода. Очень красивый фонтан. И аллея.
Последняя остановка перед домом. Миларки. Вон мой велик. Опять дождь идет. Время уже 9 часов. Блин, сегодня что-то я как-то очень много проехал. Уже 150 на спидометре. Ну что ж, я закончил свой велопоход. Проехал в итоге 150 километров по Страве. Так где-то более 150. Было сложно. Особенно ехать против ветра и по песку. Так, ну погода хорошая, такая прохладная, люди гуляют. Так, всем удачи.